В Великобритании, Бельгии, Голландии и Германии открыты региональные отделения Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. По словам руководителя информационного портала ВАК Амины Лазба, в Германии самая большая в Европе и вторая по численности в мире после Турции абхазо-абазинская диаспора. Здесь проживает более 10 тысяч представителей народа абаза. Со дня окончания грузино-абхазской войны был открыт Абхазский культурный центр Дернек. В него входит более 100 представителей нашего народа. Руководителем Дернека является Сезай Чкок. На этой встрече, как я уже сказала, также было открыто региональное отделение по поручению Мусы Хабалевича, председателя нашего высшего совета. И руководителем этого отделения стал Тайфун Пачулия, который живет уже в Германии более 40 лет. Член Высшего совета ВАК Вячеслав Чирикба подробно рассказал о создании регионального отделения Конгресса в Лондоне, отметив, что в Великобритании абхазская диаспора немногочисленна. Данное отделение возглавила Ешим Атрышпха. Мы все воодушевлены этим событием, надеемся на плодотворную совместную работу с нашими братьями и сестрами в Лондоне, отметил Чирикба. Общее желание членов диаспоры было о том, чтобы усилить контакты с Родиной на всех уровнях. Культура, спорт, молодежь, а также между диаспоральными общинами в Европе, в Турции и, естественно, с Абхазией. Я надеюсь, что вот это создание лондонского отделения послужит делу укрепления связей с нашей диаспорой и общим целям Абхазо-Абазинского конгресса. Исполнительный секретарь ВАК Инар Гицба рассказала о поездках делегации конгресса в Бельгию и Голландию, итогом которых стало и открытие в этих странах региональных отделений. Отделение в Бельгии возглавил сын выдающегося абхазского общественного и политического деятеля, известного поэта Геннадия Аламия, Даур Аламия. Инар Гицба также отметил активность молодых представителей абхазо-абазинской диаспоры в Голландии. Созданное в данной стране региональное отделение возглавил молодой активист Эргюн Ашуба. Мы, конечно, очень сильно переживали, потому что до конца не понимали, какое количество придет наших соотечественников на эту встречу, будет ли им вообще интересно то, что мы планировали рассказать о деятельности Конгресса. Но когда мы приехали в помещение, где должна была состояться встреча, и увидели, как поток людей не перестает подходить в это помещение, в итоге нам настолько оно заполнилось, что нам уже практически стало не хватать места. В завершении пресс-конференции к ней подключился председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков, который оценил работу Конгресса в уходящем году на хорошо, отметив, что в 2020 году работы будет в разы больше.